Які двух чинов. Родился я в Сновоборске в сентябре 1987 года. Первое знакомство с республикой у меня произошло еще, получается, в 2018 году. Приехал помогать товарищу Томоеву Роману Тельмановичу на выборах президента. Ну и влюбился в республику. Это, что в принципе вообще для меня Тува? Это тот же, это Улугхемский кашун, это Кызыльский кашун. В общем, все красоты, которые есть в республике. Я сюда привез дочку. Кстати, один воспитываю дочь. Она учится здесь, получается, в республике, в 3-й школе. Прикипел я душой, телом, всем. Работаю я партийным организатором в рамках города. Самое сложное — это, прежде всего, наверное, организовать людей. То, что не у всех есть организаторские способности, да, собрать это все в кучу, хоть это будет спортивный турнир, хоть какое-то партийное собрание. В этом всем помогает команда Кызыльского городского отделения, это секретарь первичек. Если это какое-то глобальное республиканское мероприятие, то там помогает и наш руководитель Роман Тельманович, Зафорк Лудойдан Байертиневич. В общем, мы всегда и везде работаем командой, делаем все командой. Скажи, пожалуйста, вот ты являешься муниципальным депутатом ПГТ Каахем. Когда ты впервые стал им, расскажи первые свои ощущения. Вот что такое быть муниципальным депутатом для тебя лично? Это большая ответственность. Ответственность перед людьми. Потому что, понимаешь, если тебя люди поддержали, ты должен всячески стараться помогать в тех ситуациях, которые происходят. Будь то там, вот сейчас, кстати, как раз веду переписку с органами прокуратуры в отношении регионального оператора ГУП ТСП. То, что, объективно, если когда контейнера должны вывозиться в летний период, ежедневно вывозят раз в 2 недели. Это же неправильно. Это, во-первых, собаки растаскивают. Это все потом по итогу в огородах. Печальная картина. Скажи, пожалуйста, большое ли количество людей у тебя там знают на округе, в Каахеме? И опиши какой-нибудь интересный случай в рамках своей депутатской деятельности, который с тобой там произошел. Результаты выборов, прошедшие в Каахеме, сами за себя говорят, и люди обращаются. Вот за совсем небольшой срок, как я депутат ПГТ Каахем, порядка 100 депутатских запросов уже написаны. И, соответственно, есть в том числе и положительные ответы. Хотя бы вот возьмем один из моментов. Помните, в прошлом году многие районы поплыли, когда началась паводковая ситуация. Ко мне обратились с поселка, с Каахем, с Дачдар жители. Я написал запрос, что так и так, возможно подтопление. Так что и глава региона отреагировал, и министерство ЖКХ, согнали туда технику, усилили дамбу. Это единственный район, который не поплыл. Чего не хватает Каахему? Каахему не хватает воды чистой, доступной. Сейчас, кстати, проводится эта работа. Более того, ранее и запрос был написан по этому поводу. Печное отопление, конечно, дает о себе знать. Это к вопросу экологии. Да что говорить, вот в зимний период многие начинают кашлять, это сажа, смога. Нужно как-то все это переводить с печного отопления. Благо сейчас начинает строиться Каахем, новый район, Преображенский. Там и школы, и садики будут. Вот относительно недавно как раз вносили изменения в генеральный план, благодаря которому получилось в федеральном центре добиться того, чтобы выделили деньги на коммуникации, которых, собственно говоря, не хватало Каахему, чтобы начать строиться. Опиши, пожалуйста, свои самые 3 сильные черты характера. Настойчивость, целеустремленность, и вера в людей. Я так скажу, когда люди даже, на первый взгляд кажутся пассивными, да, когда начинаешь общаться, доносить информацию, они, как говорится, включают мозг и начинают действовать.
Скажи, пожалуйста, почему в своей жизни ты выбрал именно КПРФ, а не другую политическую партию? Ну, это элементарно. Я, во-первых, разделяю то, за что борется КПРФ. Но это единственный правильный выбор. Если не коммунистическая партия, то что? Буржуазные, капиталистические партии. Ну... Скажи, пожалуйста, очень много мероприятий проводите с ветеранами. Почему вот так ветераны сильно тянутся вот к партии? Что вот для них вообще делается, в принципе? Ты как секретарь Кызыльской городской организации, что бы ты мог, какие мероприятия мог бы ты отметить, ключевые? Почему тянутся и какие мероприятия проводите, сколько? Проводим очень много мероприятий разного плана, там, творческие, в том числе ветераны, и пригласили в том числе, чтобы и я принимал участие в творческих событиях, мероприятиях. Вот. Также общественно-политические тоже мероприятия проводим, там, партсобрания, обсуждаем. Вот лично я опираюсь на мнение наших ветеранов, за советом прихожу, что все-таки тот жизненный опыт, который у них есть, ну, он, во-первых, должно уделяться ему внимание, да, и, соответственно, исходя из опыта наших ветеранов, принимать решения. Что ты можешь ответить этим людям, которые являются такими диванными критиками, которые всех и вся поносят на этом свете, да, и при этом как бы сами ничего не делают? Что ты можешь сказать именно такой категории людей? Ну, эти люди считают, что политика их не касается. Но это не так. Если люди не займутся политикой, то политика займется этими людьми. Денис Павлович, скажи, пожалуйста, а ты сможешь вообще в своей жизни обойтись без политики и общественных процессов? Вот вне политики кем бы ты был? Ну, у меня есть ряд навыков. Я бы мог графическим дизайнером работать, заниматься версткой газеты. Кстати, эти навыки приобрел благодаря партии и нашей команде. Наставил на путь, на истины наш руководитель, подсказал, мол, Палыч, надо. Ну, пришлось изучить, и ни в коем случае не жалею. 3 основные проблемы в нашей республике. 3 основные проблемы. Ну, первое, это отсутствие, прежде всего, достаточного количества рабочих мест. То, что молодежь уезжает за пределы республики, что не могут, опять же, найти место, где работать, где себя реализовывать. Ну и третье, это проблема вот с сажей. Что печное отопление. Назови, пожалуйста, 3 основные черты характера тувинского народа, которые ты считаешь прям самыми лучшими. Смелость, храбрость, уважение к старшему поколению, культуре. Что бы я хотел пожелать тувинскому народу, подписчикам, зрителям, да вообще, в принципе, всем, кто будет это смотреть. Если мы хотим менять происходящее, хотим менять мир, мы должны прилагать к этому усилия. Как говорится, под лежачий камень вода не бежит, и капля камень точит. Также и в общественных, политических мероприятиях. Вот. То есть быть активными прежде всего, еще раз активными.